Сотрудники ГИБДД сегодня провели рейд в столице региона. На этот раз не только фиксировали нарушения, уведомляли о штрафах, но и пытались провести разъяснительную беседу. Забавно то, что установленные законом правила дорожного движения автолюбители усваивают каждый по-своему, и некоторые готовы оспаривать трактовку ПДД с инспектором. Репортаж Марии Муталиевой. Мы не уступили дорогу. Видите, сейчас он на перекрестке, вы должны были уступить дорогу, я вам сейчас засчитал. Инспектор разъясняет водителю правила передвижения на регулируемом перекрестке. Однако свою вину нарушитель признавать не спешит и, по-видимому, действительно не понимает, что нарушил. При повороте налево или развороте по зеленому сигналу светофора водитель обязан уступить дорогу встречному автомобилю. Однако соглашаются с доводами инспекторов далеко не все. Водители, проезжая этот участок дороги, явно не задумываются, чем может обернуться пренебрежение правилами дорожного движения. А ведь наглядный пример – ДТП, произошедшее здесь несколько дней назад. Грузовая «Газель» и легковой автомобиль столкнулись, пытаясь проскочить прежде, чем загорится красный свет. В результате погиб 18-летний молодой человек, а трое госпитализированы в республиканскую клиническую больницу. Инспекторы ГАИ останавливают на этом участке чуть ли не каждую вторую машину. Вы нарушили красный сигнал светофора, поэтому вас остановили. Большинство водителей ставит собственные интересы выше других, забывая о том, что на дороге все равны. Халатность и неосторожность рано или поздно может привести к трагедии, в который раз напоминают инспекторы. Самое обидное, признается Аслан Султыгов, даже если ты будешь соблюдать все правила дорожного движения, нет гарантии, что не попадешь в аварию из-за чьей-то безответственности. Кто нарушает, того надо наказывать. Других никаких вариантов нету. Только самый такой строжайший контроль и наведение порядка, общественного мнения. Вообще я имею в виду не то, что есть вообще по республике. Транспорт, дороги очень узкие, здесь-то более-менее магазин, а на Зайне вообще там невозможно проехать. Контроль, еще раз контроль и наказывать тех, кто нарушает. Если будет наказывать, значит, думаю, что не будет нарушать. Закон охраняет нас, если его соблюдать, утверждают сотрудники правопорядка. Не ищите возможности нарушить установленные правила. Не подвергайте опасности свою и жизнь других участников дорожного движения. Призывы слышит не каждый, зато ощущают удар по карману. Рейды будут проводиться чаще, а размер штрафа увеличится, отмечают инспекторы. В ходе данного мероприятия составлено нами 8 административных материалов в отношении этих лиц по статье 12 транс-часть 2. Число аварий на ингушских дорогах просто зашкаливает. Если ситуация не поменяется, то нарушать правила дорожного движения скоро будет просто некому. Марина Муталиева, Хаваш Гойгов, Новости 24.